от этой заразы, это зараза. И то, что это добро, ты мне не докажешь, Аэлита. Никогда. 10 лет было, когда отец говорил, в каждый дом придет. Гор, чего он был, что у нас? Собак был. И он будет врать людям, и люди будут верить ему. И он будет сеять зло, и люди будут верить ему, Бог. Я думал, это будет человек. Тогда хора ничего, что у нас? Да, ларвуется заманах. Бера, хайбер, дахи гуатсон. Ты не будешь отцом своих детей. Хайбер, дахи гуатсон. Хочу мастах и гуа. Хорни, киснах, керах, мастах и рушин. У каждого в руках, в кармане будет враг. Это враг, вот он. И я от этого врага ограничиваю своих детей, не чужих, я не запрещаю чужим детям. Я своих детей ограничиваю, потому что я их родил, и я отвечаю перед Аллахом за них. А сегодня, извините меня за выражение, за 50 тысяч покупает телефон, девушка лежит в соседней комнате, и каждый думает, что она у него в соседней комнате, а ее мозг блуждает по всем просторам мира. Понимаете? В 13 лет. И не дозовешься потом их. 13 лет мы отпускаем ее в грязный мир. Мы теряем чеченское общество. Кто бы, что бы мне ни говорил, мы теряем, мы перестаем быть чеченцами. Мы выращиваем поколение развращенных людей. Опять виноват телефон. Не телефон, а современный мир. Пускай это будет телефон, пускай это будет, извините за выражение, горшок, пускай это будет стул. Но факт в том, что он воспитывает общество. Вот этот. Мусульманин сегодня в Чечне, выходя с мечети, поклонившись Богу, начинает, достает телефон, говорит, завтра будет дождь. Вот этой вещи он верит. Выйдя с мечети, поставь ее дома и молись на нее. И она тебе все даст. Они приводят людей, привязывают вот к нему. Почему это происходит? Потому что мы начинаем верить вот этому злу. Я